Сегодня у меня вот в гостях пришли друзья, товарищи, активные помощники клуба «Баянай». Меня зовут Борисов Юрий Петрович. Я вот как председатель клуба любителей охотничьих собак «Баянай». Наш клуб был создан в 2007 году. Начиная с 2007 года мы ежегодно на общественных началах ежегодно проводили выставки охотничьих собак. Yavullar kahve yediler. А 2008 года или 2007 года уже состязания по подсадной медведе проводили. Мы создали этот питомник в 2012 году. До этого был в другом месте питомник, потом переехали сюда. Так, ну, как говорится, сейчас в нашем питомнике содержится около 40 собак. Это западно-сибирские лайки, восточно-сибирские лайки и якутская охотничья аборигенная лайка. Наша вот аборигенная лайка. Ну, наша задача это была вот возродить нашу современную аборигенную охотничью лайку. Задача, как говорится, это трудность в данный момент найти таких типичных собак. Но мы все-таки ежегодно там создали стандарт, временный стандарт, и уже который год проводим вот выставку по временному стандарту охотничьих лаек аборигенных. Наша аборигенная лайка такая вот универсальная собака с выраженными охотничьими инстинктами. Так, ну вот здесь поголовье мы собрали по всему району, по всем улусам. У кого-то купили, кто-то нам подарил свою промысловую собаку. Так, это западно-сибирский кобель, якут. Это сын моей Чани. Он родился там в Подмосковье. Ему сейчас 10 лет. Так, у моего друга, он находится у моего друга в Вологде, у Ивана Филиппова. И вот лось ему сломал челюсть, у него нету нижней челюсти. Вот. Поэтому он у нас как племенной стоит, дает очень хорошее потомство. Ага. А так, такой вот чистокровный кобель западно-сибирской лайки. Его отец Серый, мать Чаня. В Якутии уже он нескольких собак с ним повязали. И ну, многие хвалят его потомство. Один из наших племенных кобелей. Ставили искусственную челюсть, но это начало гнить, и мы это сняли все. Это не трудно, конечно. Полтора года вот. Еще ни разу не чинилась. Нет, первые свечки пропустили. Хорошо работает. Попробовали. Медведя лает. Сюда лайка, штука. И 5 лет. Очень активная такая. Ну, это у нас пруд прямо рядом с питомником. Здесь мы уток содержим, собаки обучаем, натаскиваем на уток. Очень такое место. Даже вот здесь крикаши этих утят выводили, дикие крикаши. Здесь мы зарыбление, карасей запустили. И будем здесь потихоньку выплавить. Ну, это кобель восточно-сибирской лайки. Турген его зовут. Ему 8 лет.
Он в свое время, 4 года, как ему было, он был лучшим представителем породы на выставке лаек. Вот. И вот на охоте вот глаз выколол. Один глаз потерял, поэтому у нас он как племенной стоит. Ага. Дает хорошее потомство. Такая должна быть восточно-сибирская лайка. Ну это вот якутская гончая, аборигенная якутская гончая лайка. Вот типичный вот такой представитель. Видно вот хорошо одет, вот лоб широкий. Рослая такая. Вот раньше наши предки тоже на охоте таких собак содержали, потому что не у всех был транспорт там лошади, поэтому они могли запрячь такую собаку. У нас, как говорится, снег рано выпадает, поэтому вот если всю зиму охотиться, вот такая рослая собака. У нее вот подпушек очень такой густой, она не мерзнет. И прямо вот на лапах вот щетка такая. Ага. Смотри, вот такие щетки. У нас нынче было 50 градусов мороза, минус 57. И вот они даже, некоторые, вот он даже в конуру не заходил. Прямо рядом с конурой лежал. Типичный представитель нашей якутской очень аборигенной лайки. Дает хорошее потомство тоже. От него собаки сейчас вот щенки работают в Беларуси, Швеции, Подмосковье. Очень вязкий. По медведю имеет диплом. Работает полосью. Вот где-то 68 холки он будет. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Ага. Тома. Ну этот якутская гончая лайка, аборигенный кобель Туман. Ага. Ему 11 лет. Ну, наш, как говорится, самый легендарный кобель. Ага. Хорошо работает полосью. С ним добыто где-то около 10, наверное, медведей. Года 3-4 назад его в Усмайском районе в лесу поймал медведь. Весь израненный был. Когда прямо горло перекушено было. И когда воду пил, прямо вода стекала через эту рану. Там чуть его кое-как выходили. Но после этого все равно он через месяц тоже остановил медведя. Там добыли медведя. Дает хорошее потомство. Туман. Это вот, я считаю, вот якутская гончая лайка ну, должна выглядеть таким вот мощным, таким. Он вот вообще вот всю зиму, такую морозную зиму он ни разу туда за это не заходил. В будке прямо вот здесь лежал. Ага. Туман. Угу. Притом вот такие качества дает свое потомству. Те тоже по медведю хорошо работают. И вязкие такие, очень вязкий он кобель. Gel, ağal mana, gel. А, хорошо, молодец, да. Туртоос аанер. Вот и херон да. Тутам бисте. Ха-ха-ха. О. Молодец, да. Мама, как?
там спит у нас медведь. Он лег где-то в конце октября. И сейчас вот где-то в начале марта проснется. Но пока тихо. Обычно он вставал где-то в середине марта или 8 марта. Но в прошлом году он встал 22 февраля. Вот на днях через неделю, наверное, проснется. Это вот сено. Постоянно меняем в конуре эти подстилку. Таким вот сеном, сухое сено очень хорошо подходит. Аборигенная сука, 3 года, хастай, бровастая, такие интересные брови, мы зовем ее бровастая. Работает по лосю, по медведю, а так чисто аборигенная сука такая вот. Это вот восточно-сибирская лайка Кереко. Она вот в прошлом году, позапрошлом году на выставке заняла 1 место. 2,5 года 1 раз женилась. Это западно-сибирская лайка Керечана. Это дочка Чаны. 7 лет ей. Очень такая вот, хорошо работает по соболю. Лосю. Сахакал. Так. Кобель восточно-сибирской лайки, Харге, 5 лет ему. Там вот несколько выставок он занимал 1 места. Ага. Ну, типичный представитель восточно-сибирской лайки. Дает хорошее потомство тоже. Харге. Харге. Ну, это сука, это дочка Тумана, сука. 4 года. Это Юка тоже, сука. Якутская аборигенная лайки тоже. Такая 3 года ей. Ну вот западно-сибирская лайка вот привезли на вязку, хотят потом повязать. Ага. Восточно-сибирская лайка, молодая лайка. Это восточно-сибирская лайка. Это сын Дохсуна. У Максима Николая Николаевича есть собака Дохсун. Это прямой сын Дохсуна. Работает по лосю, по медведю. Тихо. Восточно-сибирская лайка, 8 лет, Турген. Это Нюрбинских кровей, Нюрбинских кровей. Тоже племенной кобель. Это молодая сука. Ага. Ну, 10 месяцев. Ага. Восточно-сибирская лайка. Так, сука, ага. 1,5 года западно-сибирская лайка. Это дочка якута. Ага. Ну, это у нас как родильное отделение, да? Как вы знаете, нынче у нас очень холодно было, минус 50, а вот собаки щенились вот в этих вольерах, ну, таких домиках.
Аборигенная сука. Где-то вот 2 селька осталось. Девочка с мальчиком. Тоже кобель. Так. Современная сука, да? Ты, наверное, до него котик. 1,5 года. Это у нас ледник. Мы здесь храним корма для собак. Ну, это у нас ледник. Это 2 метра на 3. Здесь мы храним корма для собак. Это очень удобно. Летом отсюда вытаскиваем и готовим собакам корма. Вот это коровье. Еще здесь лед положим немножко, и она будет все лето храниться здесь. Если взять так, ну, самым первым одомашненным животным, несомненно, мы считаем собака. Собака сперва была одомашнена животным. И вот находили раскопки, да, вот где-то 30 тысяч лет назад, наверное, да, вот Алазея. Первых собак нашли, да. Вот. Поэтому вот я тоже думаю, самая первая собака была в Якутии. Оттуда вот пошла вся эта, ну, лайки эти, я так считаю. У нас где-то в Якутии где-то 90 с лишним охотников, и почти у всех есть собаки. И собака это не только орудие труда, но и верный друг и товарищ. Потому что вот в последнее время у нас участвовались случаи вот нападения медведей на людей. И сейчас очень много вахтовых поселков вот по Якутии, геологи, наши оленеводы вот живут постоянно вот в тайге. И с ним, для них вот мы тоже вот одной из проблем считается вот медвежья лайка. Ну, лайка, которая работает по медведю. Так. Ну, еще что хочу сказать. Вот в питомнике мы собрали не только якутскую хомчую лайку, да, и у нас же есть восточно-сибирский и западно-сибирский, потому что некоторые люди тоже хотят иметь таких собак, но основной поголовье у нас якутская хомчая лайка, аборигенная. Но в основном, как видели, у нас это сейчас белых собак много, потому что я сам тоже люблю белую собаку. У белых собак преимущество много считаю, потому что по чернотропу белую собаку видно издалека, видишь, где она бегает. И вот когда собака кого-то там, какого-то зверя остановит, ты подкрадываешь и ориентир берешь на собаку. Вот собака белая видно, и вот по нему ты ориентируешься. И также вот я вот такого охотника знаю, такой вот, у него 30 лет стажа, он постоянно охотился на соболя. У него сейчас 5 или 6 собак, все белые. Он говорит, соболь, он на пушмина охотится, соболь быстрее заскакивает на дерево от белых лаек. Он говорит, у него раньше были черные, там рыжие были, говорит, а с ними их, наверное, он соболь видит далека, а вот белые к снегу он как-то подпускает и быстрее вот выскакивает на дерево. Тоже это преимущество, я считаю, белой лайки. И на севере у нас охотятся на гусей тоже.
с лайками там используют лайку, белых лаек. Наверное, гусь думает, что это писец, поэтому они как бы это подлетают, и вот они привязывают на тонкой веревке собаку, и там собака бегает, и вот гуси на охоте на гуся тоже используют белую лайку. И у нас издавна есть такое поверье, что под белой собакой лось стоит спокойно. Но это, конечно, спорный вопрос, но многие говорят, тоже под белой собакой лось стоит, ну, как бы более спокойно. Так, и при том, я хочу сказать, вот читал тоже вот в какой-то книжке научных трудах, у белой собаки там меланин такой, у нее как бы это подшерсток, там шерсть у них это полые, да, и они вот эту теплоотдачу, у них теплоотдача вот не пропускает тепло. Например, вот я вот заметил, у нас вот белые собаки вот на морозе, даже некоторые не заходят в конуру, лежат на снегу, и под ними не тает снег. Поэтому получается у них это хорошо держит тепло, а летом это им помогает жару. Такая вот. И вот если так сказать, у нас в Якутии 9 месяцев зимы, да, и вокруг снег, поэтому вот как бы символ, поэтому я вот люблю белых собак и держу в своем питомнике основных белых собак. Начиная с 2007 года состязания по посадному медведю проводили. Вот в связи с пандемией в прошлом году у нас не было. И вышел закон насчет состязания по медведю. Поэтому вот пока мы эти состязания не проводим только выставки, экстерьерные выставки собак, лаек. Ну вот, как я говорил, 2004 года ежегодно мы проводим республиканские выставки охотничьих лаек. Выставка называется «Лайки Якутии». И вот в первых выставках, я помню, вообще народу очень много было. Где-то 240 собак на выставках привозили. Такой бум был. Потом состязание в 2007 году состязание проводили по подсадному медведю. Потом в 2008 году наша команда ездила в Москву на открытый чемпионат, ну не на открытое состязание в Московской области. И там наша команда заняла первое место. Там аборигенный кобель Кустук стал полевым победителем. Потом в 2009 году тоже команда поехала и там заняли второе место. Там аборигенный кобель Барбос стал лучшим кобелем в состязании. Так, ну вот. Потом восточно-сибирская лайка у нас этот Дохсун Максимов Николая Николаевича Калуги тоже стал чемпионом. Да? Второе место занял, и там этот диплом первой степени, кажется, взял, да. Ну, как-то в каком году, я не помню, вот поехали в Кировск наша команда, но там наша сука, вот часть западно-сибирская лайка Тяня потекла, и команда выступила в неполном составе. Ну вот, если она не потекла бы тоже, там, я думаю, хорошо выступили. Результат должен был. Но наших собак приобретали в разных странах. Швеции, Южной Корее, Белоруссии и в многих областях России. Так что вот можете в нашего питомника приобрести якутских аборигенных охотничьих лаек. Надо заранее дать заявку по WhatsApp, по телефону, и мы можем любой конец, любую страну можем отправить своих собак.